Задумайтесь над этим. Аллах Субхану ва Тааля все сделал для нас. Открыл врата рая, закрыл врата ада, сковал дьяволов, распростер свою милость. Словно Аллах Субхану ва Тааля говорит: я хочу тебя простить, мой раб, но ты сам не хочешь, чтобы тебе было прощено. 1 секунда лучше, чем 23 часа. 1 минута лучше, чем 58 дней. 1 час лучше, чем 9,8 лет. 1 ночь лучше, чем 83 года. Аллах ее описывает, что это благословенная ночь. Поистине мы не спаслали его Коран и Тору и Библию в ночь предопределения. Земля словно сжимается, потому что нету места пяди свободного. Ангелы снисходят на землю. Поэтому она мир, спокойствие, умиротворенность, которая, валлахи, каждый почувствует, кожей своей почувствует. Вот оно, я понял, что это. Я почувствовал, что это. Со мной такое бывает. Потому что ангелы снисходят, и все успокаивается. Абсолютная умиротворенность. Что надо делать в эту ночь? Если мы говорим про сестер, дорогие братья, порой бывают такие моменты, я уверен, у каждого из вас в жизни бывает такой момент, когда ты вроде бы простую, банальную вещь, которую ты знаешь, ты годами знаешь, ты знаешь эту информацию, но наступает такой момент, когда ты действительно понимаешь, что ты, вот оно, я понял, что это, я почувствовал, что это. Со мной такое бывает иногда. Проснулся ночью. Просто проснулся. И наступает в это мгновение ощущение, осознание того, что вот, словно ты смотришь на свою могилу. Или что-то другое. Ну, смерть всегда ярко приходит, то есть как образ. Это я к чему? Я к тому, что чтобы мы задумались серьезно над тем, в каком мы месяце живем, в каких днях сейчас, какие дни мы сейчас провожаем, оставшиеся дни. Я про осознание, глубокое осознание слов посланника Аллаха, который сказал, да благословит его Аллах и приветствует: Рагима анфа раджулин. Рагима анфа раджулин. Буквально пусть коснется там земли, то есть потерпел убыток, метафора, аллегория человека, который дахаля алейхи Рамадан, который застал месяц Рамадан, сумман салях, а затем вышел, кабля ан югфара лах, до того, как было ему прощено, то есть не было ему прощено. Я про осознание слов посланника Аллаха, когда он однажды забрался на минбар и сказал: аминь, аминь, аминь. То есть сподвижники удивились, потом спросили, что такое аминь, о посланник? Почему ты сказал аминь? Он сказал: ко мне пришел Джибриль и сказал: ман адрака шахра Рамадан фалям югфар лаху. Про того, кто застал месяц Рамадан, а не было ему прощено, фадахаля нар, и он вошел в огонь. Фабадаху Аллах, и Аллах отдалил его. Куль амин, скажи, Мухаммад, о амин, про такого человека. И я сказал амин. И также касается человека, который застал родителей и не вошел в рай. И также касается человека, при котором был упомянут посланник Аллаха, и он не сказал: да благословит его Аллах и приветствует. Хадис длинный. Но я обращаю ваше внимание: ман адрака шахра Рамадан, тот, кто застал месяц Рамадан. Давайте вместе проникнемся этим, прочувствуем это. Давайте отбросим всю дунью назад. Всю. Задумайтесь над этим.
человек, Аллах Субхану Тааля все сделал для нас. Открыл врата рая, закрыл врата ада, сковал дьяволов, распростер свою милость. Словно Аллах Субхану Тааля говорит: я хочу тебя простить, мой раб, но ты сам не хочешь, чтобы тебе было прощено. Вот положение тех людей, которым не было прощено на самом деле, которые не удостоились сладости этого месяца. Но еще не поздно, дорогие братья и сестры. Еще остались считанные дни, но они все-таки остались. И это особенные дни. Это те самые дни, когда посланник Аллаха, саллаллаху, туго затягивал пояс. Это опять же аллегория о том, что либо он отдалялся от жен, чтобы усердствовать в поклонении, либо в целом, что он бодрствовал, усердствовал в поклонении ночи. Что он поклонялся в эти дни так, как не поклонялся в другие дни. И что он будил свою семью для поклонения. Эти последние 10 дней великого месяца словно трамплин. Трамплин надежды для каждого, кто еще не почувствовал сладость веры. Каждый сам поймет, что такое сладость веры. Это сложно описать, сложно рассказать, но это невероятное чувство, про которое имам Шафии говорил. Если бы цари, короли, монархи знали, что это такое, они бы сражались за это с нами. Сражались бы, убивали бы. Еще не поздно. Почему? Потому что в эти последние 10 дней, ночей есть особенная ночь. Ночь предопределения, про которую Всевышний сказал: что же тебе даст знать, что это такое, что это за ночь, чтобы привлечь внимание слушателя, читающего эту великую книгу. И Всевышний определил ее так: хайрум мин альфи шахр, лучше, нежели 1000 месяцев. Современное сознание, то есть, любит детализацию, монетизацию и так далее. Мне очень понравился один мотивационный слайд, где просчитали, да, не поленились. Что это значит? Одна ночь лучше 1000 ночей. Одна секунда лучше, чем 23 часа. Одна минута лучше, чем 58 дней. 1 час лучше, чем 9,8 лет. Одна ночь лучше, чем 83 года. 83 года. Как Всевышний описывает эту ночь? Инна анзальнаху фи лейлатил кадр. Это мы уже провели. Инна анзальнаху фи лейлати мубарака. Аллах ее описывает, что это благословенная ночь. Поистине мы не спаслали его Коран, а в некоторых сообщениях говорится и Тору, и Библию. В ночь предопределения. В ночь благословенную. Инна кунна мунвирин. Поистине мы были увещевателем, увещеваем. Что особенного в этой ночи? Почему она названа так? По-разному это объясняют. Потому что Аллах, Субхану Тааля, в эту ночь определяет ризк, удел, предопределения всех своих рабов от этой ночи до следующей ночи. Так говорится, объясняется. Потому что Аллах, Субхану Тааля, анзаля фиха аль-Кур'ан, ва хуа а'заму ма якуну мин аль-кутуби кадаран. Потому что Аллах, Субхану Тааля, не спаслал в эту ночь Коран,
А Коран своим положением кадар, отсюда лейлатуль кадар, так объясняет этимологию этого слова. Самое великое писание, последнее писание. Кто-то говорит из ученых ленналь инсан, потому что человек ю'аззаму кадару фиха иза ахья, потому что человек возвышается в степенях, имеется в виду в своем духовном росте, перед Всевышним, если он прожил эту ночь в поклонении, в обращении ко Всевышнему. Кто-то так объясняет. Кто-то говорит, леналь арда тадику валь кадару хуа тадик. Потому что слово кадар в арабском ограничение. Потому что в эту ночь земля словно сжимается. Почему сжимается? Потому что нету места пяди, как говорится в некоторых сообщениях, свободного. Ангелы снисходят. Варух, Джибриль на землю. И поэтому хия салям. Поэтому она мир, спокойствие, умиротворенность, которая, валлахи, каждый почувствует, если Аллах одарит его этой милостью. Кожей своей почувствует. Потому что ангелы снисходят, и все успокаивается. Тишь, абсолютная умиротворенность. Хатта до утренней зари. И от слова кадар в арабском означает суживание. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля в аяте «Оман кудира алейхи рискуху». Именно поэтому пророк ﷺ сказал: «Ман кама лейлаталь кадр», кто выстаивал ночь предопределения, «иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма такаддама». С верой и надеждой на Всевышнего тому будут прощены все его предыдущие грехи. Поэтому пророк ﷺ сказал: у Аллаха есть ночь, которая лучше 1000 месяцев. Ман хурима хайра. Тот, кто лишился ее блага, факад хурим аля итлак. Тот лишился абсолютно лишился всего блага, любого блага. Именно про это пророк ﷺ сказал: тахарру, ищите лейлат аль-кадр фи аль-витри мин аль-ашри аль-авахир мин Рамадан. Ищите ночь предопределения. Пытайтесь ее застать в последние 10 нечетных дней Рамадана. Знал ли пророк, ﷺ, когда именно эта ночь? Аля таин. Конкретно, когда эта ночь? Да, знал. Аллах Субхану ва Тааля ему открыл это знание, однако Аллах забрал это знание. Опять же, по мудрости своей, как это говорится в сообщении, что однажды он вышел, чтобы сообщить людям об этом, но увидел сцену, да? 2 людей припирались. Конфликт у них был. И он сказал: я вышел, чтобы сообщить вам, когда ночь предопределения, но этот и этот поссорились, фаруфиат. Это знание было у меня взято, отобрано. Быть может, в этом есть благо для вас. Ищите ее в 9-ю, 7-ю, 5-ю, имеется в виду 29-ю, 27-ю, 25-ю ночи. Это приводит муслим, это все хадисы достоверны. Также посланник Аллаха ﷺ сказал: мне была показана ночь предопределения, а затем меня разбудила семья фануситуха. И было сделано так, что я забыл, когда она. Фальтамисуха фил ашрил гавабир. Ищите же ее в последние 10 ночей. Также пророк сказал: тахарру лейлат аль-кадр. Ищите лейлат аль-кадр фил витри мин аль-ашр аль-авахир. Последние 10 нечетных дней Рамадана. Ученые, как говорит Ибн Хаджар, очень много размышляли, думали, анализировали. Около 40 мнений есть по этому поводу.
Некоторые сильные, некоторые слабые, некоторые странные и так далее. Но Аллах, конечно, лучше знает, это ночь в последние 10 нечетных дней Рамадана, и никто не знает, когда именно эта ночь. И в этом есть великое благо для того, чтобы люди устремились к тому, чтобы как можно больше поклоняться, как можно больше удостоиться награды. И более того, то есть если Аллах дает что-то, такое нечто особенное своим рабам, как это подчеркивают некоторые комментаторы, в частности Аль-Хави, то это есть карама. Карама, то есть знак уважения, да, от Аллаха, почета своему рабу. То есть пророки получали откровения, а люди обыкновенные могут получать такие знаки. Но если Аллах дает такие знаки, то что надо делать их? Не надо о них рассказывать. Наоборот, надо их скрывать. Они индивидуальны. И в этом есть такая изюминка и тонкость. Как, например, Юсуф, алейхиссалям, когда Аллах ему дал этот сон, он еще не был пророком, и он пришел, рассказал Якову, мир ему своему отцу этот сон, сказал: «Ля таксус руяк». Не рассказывай этот свой сон своим братьям. Поистине в день джума есть такой момент, дорогие братья, когда Аллах непременно принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи, прощении. Того, кого Аллах наставил на истинный путь, уже никто не собьется с этого пути. Кому Аллах пожелал заблуждения, ввел заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного, лишь Всевышнего Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад раб Его и посланник. Печать пророчества Аммабад. Принято считать, что ночь предопределения в 27-ю ночь, именно в некоторых календарях даже это отмечается. И знаете, на это тоже есть веское основание. В частности, Убай ибн Кааб, величайший сподвижник, относительно Лейлятуль Кадр сказал: «Валлахи, клянусь Аллахом». Он подчеркнул это. «Инни ла а'ламуха». Еще раз подчеркнул. Поистине я знаю, когда она. «Ва аксару ильми хия лейлати лати». Это та ночь, в которой амарана Расулуллах, который нам велел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, бикьями, выстаивать ее. Хия лейлату саб'ин ва ишрин. Это 27-я ночь, приводит Муслим. А 27-я ночь, она вот скоро. Завтра или послезавтра. Есть еще некоторые знаки, которые можно было бы знать, но не надо акцентировать внимание на это. Потому что многие люди начинают больше уделять внимание знакам, оно же или оно, а на самом деле упускают. То есть увлекаются процессом, увлекают чем-то посторонним и пропускают самое основное. Какие знаки? Того, что в эту ночь, во-первых, умиротворенность, спокойствие есть. Во-вторых, луна словно полчаши, то есть разбитая чаша. Мислю шакки джифна, полчаши. Я говорю лишь про достоверные сообщения, лишь про достоверные хадисы. Очень много недостоверных вещей по этому поводу. Также упоминается, что это уже после того, да, когда она закончилась, и идет восход солнца, что солнце восходит так, нету лучей солнца. Ля шуа, то есть нет лучей солнечных. То есть на него легко смотреть. Что надо делать в эту ночь? Поклоняться. Кто-то может спросить, а как поклоняться? То есть по этому поводу тоже есть интересная детализация. Имам Шафии, рахимахуллах, что сказал?
астахиббу ан якуна иджтихадуху фи нахариха ка иджтихадихи фи лейлиха. Мне любо, мне нравится, чтобы усердие человека в поклонении, устремлении ко Всевышнему, то есть днем, то есть этой ночи и в ночь также было одинаково. Имам Суфьян ас-Саури что сказал, рахимахуллах: «Дуа фи лейла», для меня мольба в ночь, ахаббу мин ас-саля. Это не означает, что не надо намаз делать. Нет, намаз делать, но он говорит, я бы больше уделил внимание именно дуа. Следует знать, что нет какого-то конкретного дуа, который надо произносить именно в Лейлатуль Кадр, такого вот дуа махсус, как говорится. Такого нет, за исключением одного сообщения, где Аиша говорит, ради Аллаху анха: «Лу алимту айя лейлатуль кадр», если бы я знал, когда именно ночь предопределения, лакана акфару дуаи, то большая часть моей мольбы была ан асалю Аллаху аль-афу аль-афия, то я бы просил аль-афва аль-афия. Почему? Потому что это ей рекомендовал, советовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Следует отметить, что ночь предопределения — это не ночь только для молящихся. Потому что кто-то может оказаться в пути, да, форс-мажорные обстоятельства. Мало ли бывает в жизни. Если мы говорим про сестер, мы знаем, что женщины во время месячных не молятся, не постятся и так далее. Но опять же, то есть дуа никто не запрещал, дуа всегда открыта. И это отдельно также учеными подчеркивается. Поэтому ничто не должно становиться причиной отказа от усердствования, да, от этого устремления. И напоминаю, братья, то есть это последняя джума уже в Рамадан, так или иначе. Про садака фидр не забывайте. 120 гривен. Кто-то, если хочет сдать, может сдать сразу. Потому что это обязанность каждого мусульманина. Кто-то, если может сам закупить продукты, раздать бедным, нужно, пусть так и сделает. Также напоминаю богатым, тем, у кого есть имущество, бизнес, про закят. Не забывайте. И тем более в преддверии 27-й ночи. Стремитесь удостоиться великой награды Всевышнего.